ноты забудет или ошибется. А выступать — это такая ответственность. Здравствуйте, уважаемая публика! Здравствуй, мажорка! Я уже из-за кулис услышала твой веселый, жизнерадостный голос. Что, понравились наши первые исполнители? Да, эта пьеса меня очень впечатлила. Во-первых, мелодия красивая, а во-вторых, мне понравилось, что ее исполняли вдвоем. Да, сегодня мы с вами, друзья, будем слушать различные ансамбли. Дуэты, трио, квартеты. Квартеты? А я знаю басню Крылова «Квартет». Проказница-мартышка, осел-козел да косолапый мишка затеяли играть в квартет. Но только у них ничего не получилось. Да, конечно, не получилось, ведь они играть-то вообще не умели. Дергали за струны, ударяли смычками, пытались играть все громче и громче. Короче, кто в лес, кто по дрова. А, так мы же можем посмотреть. Внимание на экран. Как вы уже догадались, чтобы игра в ансамбле получилась красивой, нужно играть слаженно, вместе, дружно, слушать и чувствовать друг друга, играть в одном темпе, в одном ритме. А я думаю, что ансамбль, который выступит сейчас, будет очень даже слаженным. Предлагаю послушать в исполнении домбры и аккордеона чешскую польку. Ты считать умеешь? Конечно. Хорошо. Сколько исполнителей сейчас было на сцене? 2. А может быть, ты знаешь, как называется ансамбль из 2 исполнителей? Дуэт. Правильно, дуэт. Ой, а у нас, по-моему, на сцене появился еще один дуэт. Да, вот этих 2 юных мальчика наверняка дружат между собой, любят вместе играть, музицировать и, наверное, выступать. А я знаю, как называется этот инструмент. Ксилофон. У него очень красивый тембр, как раз под мой характер. Ну что, друзья, давайте послушаем дуэт в составе ксилофона и фортепиано. Этот дуэт исполнит для вас произведение Дмитрия Шостаковича «Шарманка».
трех человек мы познакомились. Настала очередь познакомиться с ансамблями из 3 человек. Может быть, кто-то знает, как называется такой ансамбль? Трио. Так вот, сейчас мы уже будем слушать трио. И в данный момент на сцене появляется трио в составе флейты, фортепиано, и помогать им будет звонкий, задорный треугольник. Эти очаровательные девочки подарят вам произведение комик-композитора Станислава Васильева. Оно называется «Наигрыш». Произведение Иоганна Штрауса «Полька Пиццика». печальный, нежный, но в то же время такой прекрасный. Я хочу, чтобы вы послушали еще одно трио, где звучат мои любимые инструменты. Скрипка, виолончель и фортепиано.
а до сих пор не знаем, что же такое ансамбль. Оказывается, в переводе с французского ансамбль – это вместе. Вместе играть, вместе петь, вместе танцевать. Как вместе играют, мы уже послушали. Настала очередь послушать, как вместе поют. На какой цифре мы остановились? Кто мне подскажет? Правильно, мы остановились на цифре 4. Так может быть еще кто-то и помнит, мы вначале об этом говорили, как называется ансамбль из 4 исполнителей? Квартет. Молодцы! Значит, сейчас мы будем с вами слушать квартет вокальный. И мелодия будет такая задорная, такая веселая. Из оперетты «Вольный ветер», а исполнит вокальный квартет «Ровесницы». Есть у нас один моряк, он скитался в тех морях, где не плавал ни колонн, ни берег. Шел он в Арктике на дно, и тонул мою вину, выходил всегда сухим на берег. Он проплавал много лет, видел старый новый свет, не боялся шторма, он и шквала. Что ему день наливал, что ему десятый вал, он и бурю наливал бывало. Тили-тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-тили-дом, были перепинами не плыли по сну. Тили-тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-тили-бом, были что чтили не хотели все. Вот что должен знать матрос, майна мира, стоп и сос. Кто не знает, кто не понимает, амба! Весел был всегда моряк, и на суше, и в морях, день и ночь, любое время суток. Потому что был он смел, и грустить он не умел, и не мог и дня прожить без шуток. И всегда, и всюду он был друзьями окружен, проходя под парусом по свету. И друзья, и корабли все ему на помощь шли, вдалеке заслышав песню эту. Тили-тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-тили-дом, были перепинами не плыли по сну. Тили-тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-тили-бом, были что чтили не ходили все. Вот что должен знать матрос, майна мира, стоп и сос. Кто не знает, кто не понимает, амба! Как пели веселые девчонки из квартета, мы посмотрели и послушали. Настала очередь посмотреть, как танцуют вчетвером, то есть танцевальный квартет. Пицциката из балета «Арлекинада».
сейчас перед нами выступит инструментальный квартет, где есть скрипки, целых 2, аккордеон для тебя, мажорка, и, пожалуйста, балалайка. Да посмотри, какая! Бас-балалайка. Слушаем, инструментальный квартет исполнит для вас произведение композитора Пьяццола «Либертанго». Как вы уже догадались, что квинта – это 5. Значит, должно быть 5 участников. А у нас на сцене 1. Задержался с предыдущего квартета. Значит, сколько человек должно появиться на сцене? 4. Давайте бурными аплодисментами встречать еще 4 балалайщика. Вот они появляются на сцене. И перед нами квинтет балалайшников, который с удовольствием подарит для вас марш композитора Андреева.
текста. А давайте вместе посчитаем эти 6 исполнителей, которые будут появляться на сцене. Так, виолончель – это раз, да? Флейта – это Два. молодцы, считайте четко, а то не слышно. Скрипка – это три. Еще одна скрипка – это 4. молодцы. Фортепиано – это 5. И вокал – это 6. Вот они 6 исполнительниц, которые мы можем смело назвать вокально-инструментальный ансамбль. В их исполнении прозвучит произведение композитора XVIII века Антонио Кальдара. Слушайте, пожалуйста, оно будет звучать на настоящем итальянском языке. Хочешь играть? У меня есть небольшое предложение. Конечно, нужно репетировать, чтобы у нас с залом что-то получилось. Но у меня тут есть кое-какие инструменты. Может быть, рискнем? Мажорка, предлагаю тебе пригласить со своей стороны 4 каких-нибудь деток желающих, а тебе, минорчик, отсюда. Конечно, чтобы играть в ансамбле, нужно репетировать. А репетировать нам некогда. Нам придется вот сейчас на ходу устроить свой ансамбль. Попробуем? Ну, давайте. Ой, какие маленькие уже. Мажорка, ну выбегай быстрее. Идите, берите. Ой, детки сами выходят. Ну, раз вышли, давайте мы дадим им инструменты. Ой, какие хорошенькие пришли. Ой, умеете играть на ложках? Тогда надо повернуться к зрителям. Пусть на вас посмотрят ваши мамы и папы. Вот еще какая девочка побежала. Мальчик, а что ты убежал? Иди сюда. Иди. Так, вот кому-то губы, кому-то ложки. Вот девочки тоже нам помогают. От нас очень мало чего требуется. Хлопать и топать. Но я уж тогда попробую быть дирижером. Если я похлопаю, значит мы хлопаем под музыку. Если потопаем, то хоть ножки у малышей маленькие, родители, вы потопаете, ладно? А вот эти крохи, вы будете играть. Я вам покажу рукой, и вы играете, ладно, звонко и весело.
Так, мы сейчас микрофону. Вот здесь будешь звенеть, да? Ну, а мажорка с миноркой тоже помогайте нам, когда я вам покажу. Ну что, рискнем. Конечно же, в ансамбле надо репетировать. Мы без репетиции. Что получится, хорошо? Следите за моими руками. Как покажу, так и хлопаем. Внимание, музыка. Ладошки. Сейчас. Я вам захлопаю. Приглашаю снова вас в зал, а мы продолжаем наш концерт. Мы продолжаем наш концерт. Так, на какой же мы цифре остановились? 6 было. А вот сейчас вы посчитайте, потому что на сцене появляется вокальный ансамбль народной песни «Зимой». Ой, сад во дворе, ой, сад во дворе, ой, сад во дворе расстилается. Народу ворот, народу ворот, народу ворот запирается. Пойду молода, пойду молода, пойду молода за зелененьким. Цветите цветы, цветите цветы, цветите цветы селозори. Скорей поспевай, скорей поспевай, скорей поспевай, земля года. Ой, едут ко мне, ой, едут ко мне, ой, едут ко мне дорогие гости. Ой, станут они, ой, станут они, ой, станут они гулять по саду. Ой, буду срывать, ой, буду срывать, ой, буду срывать и земля году. Меня молоду, меня молоду, меня молоду вся похваливать. Ой, сад во дворе, ой, сад во дворе, ой, сад во дворе расстилается. Сколько было исполнителей в ансамбле «Сексион»? Правильно, молодцы. А теперь посмотрим на октет, то есть 8.
человек. Нанет. Встречайте, вокальный ансамбль «Веселый город». Чтобы учиться пению, имеем мы терпение, и что урок не зря у нас прошел. Должны мы быть старательны, послушны и внимательны, и думать, час идет хорошо. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, ла, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Возьмем свои тетради и ноты по порядку запишем, чтобы каждый помнить мог. Должны мы быть старательны, послушны и внимательны, и дома каждый день учить урок. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, ла, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, Ребята, ну что, мы добрались уже до цифры 10. А 10-12 человек, это уже можно назвать небольшим оркестром. Оркестры бывают разные, симфонические, оркестры народных инструментов, духовой оркестр. И вот сегодня у нас уникальная возможность послушать духовой оркестр. Духовых оркестров в нашем городе очень мало. А вот в нашей гимназии искусств есть такой оркестр. Играть в нем очень почетно, ответственно, но сложно. Надо иметь хорошие легкие, хороший аппарат, много-много репетировать. И вот сейчас мы будем наблюдать, как играют трубы, красивые саксофоны, кларнеты, барабаны. Давайте слушать произведение из кинофильма «Серенада солнечной долины» и известный марш из фильма «Я шагаю по Москве». Встречайте духовой оркестр гимназии искусств под руководством Владимира Косушкина.